Программа «Салям» продолжается. В студии Сева Шармадзе и Юлия Санбердина. И это прямой эфир программы «Салям». Да, это прямой эфир. Запомните, все, что может происходит произойти. здесь, не повторится никогда. Однозначно. Но почему же повториться? Можно посмотреть в нашей официальной группе ВКонтакте «Утреннее шоу «Салям». Все наши беседы можно посмотреть там. Имейте в виду. С 9 по 12 августа в Белорецком районе нашей республики пройдет ежегодный семейный спортивный фестиваль «Малидак». И участники этого действа будут подниматься на такие горы, как Малиновая, все три ее вершины, Елагаз, Кирель, Инзерские зубчатки. А ситуация в этом районе с точки зрения природных туристических достопримечательностей и о долгожданном для многих спортсменов и любителей событий мы сейчас поговорим с нашим гостем. Алексей Карлыханов, организатор команды «Малидак». У нас в гостях. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Леш, ты первый вопрос, который, мне кажется, многих сейчас тревожит. Погодные условия. Сейчас вот везде то топит, то что-то смывает. Как вообще Малидак готовится к этому событию? У Малидака, как всегда, это одна из основных деятельностей — подготовка трассы, которым занимается Максим. И вся остальная команда. Я не знаю других трейлов, где человека... То есть прогуливают по заранее подготовленным трассам, выкашивается трава, распиливаются все бревна, заранее проверяются все броды. И тут вот как раз можно плавно подойти к этому вопросу, что вода вот поднимается, и мы динамично всегда решаем все вопросы, и в опасности мы не оставим на трассе никого. То есть помимо того, что саму трассу мы слегка переделаем под более безопасный маршрут, точнее, под максимально безопасный маршрут. Также у нас, как обычно, будет команда спасателей, команда медиков, которая всегда держит руку на пульсе, и даже то, что они находятся в живописном красивом месте, они там не бабочек ловят, они работают 24/7. Поэтому все пройдет на пике безопасности. Слушайте, ну еще у каждого участника есть обязательное снаряжение как раз-таки для каких-то экстренных ситуаций, и все подготовлены, как правило. А вот обычные туристы, которые не в рамках фестиваля сейчас отправляются в эти места, они, в принципе, как и весь Южный Урал, более-менее доступные и очень красивые. Вот им стоит вот в эти выходные туда выдвигаться, или нужно с собой что-то взять для этого обязательно? Да, конечно, стоит, и да, конечно, нужно для этого что-то взять. Как минимум, это должны быть сапоги, которым комплектом должна идти сухая обувь. Еще одна. Вместе с носочками, как минимум. Обязательно дождевик. И я всем, конечно, рекомендую взять человека, который уже там хоть раз был, или как минимум заранее закачать себе оффлайн-карты, которые работают на любом телефоне с GPS-приемником, чтобы безопасно и максимально пойти по тропе к нужному месту. Ну да, она, кстати, еще и промаркирована, там специальные отметки на деревьях. И еще, как обычно советуют ведомство МЧС, зарегистрировать свою группу, чтобы если вы где-то там потеряетесь, вас нашли. Ну теперь к фестивалю. Это действительно долгожданное событие. И сейчас расшифруем те слова, которые прозвучали в начале нашей беседы. Трейл — это бег по пересеченной местности и по... С набором высоты. С набором высоты, да, в том числе с подъемом на какие-то вершины. Это уже скайранинг бывает. Причем чем вот именно наш Малидак отличается от многих трейлов, что у нас есть курум. То есть можно прям немножко позаниматься скалолазанием. Да, и все это тоже. Все верно. Также у нас есть элементы альпинизма. Ребята, которые в первый раз побегут, да, может быть, наши дистанции, могут увидеть веревку, которая протянута вдоль камней, и эта веревка будет гарантом безопасности для прохождения трассы. Ну, еще, мне кажется, многие спрашивают, а что такое Малидак? Что такое Малидак? Малидак — это вот горный хребет, который состоит из как раз-таки вот гор Малиновых и Кирели. Из первых имен организаторов. Мударис, Алик, Лидия, Ильгиз. Да, то есть это не одна вершина, это целый хребет, который, собственно, и покоряют, можно так сказать, ну, по крайней мере, заходят на его территорию участники фестиваля. А что там, вот он же семейный, что там будут делать те, кто не участвует в соревнованиях? Программа в этом году еще больше, чем в предыдущем. В этом году мы массово развернули лекторий. То есть
такие, как сказать, активности, как детский досуг, они всегда, в принципе, заняты. То есть в этом году также знакомят детей с туризмом, какие-то у нас тематические будут Мастер-классы практически, мастер-классы, занятия? да, с детьми, где они могут делать что-то руками. В лектории расскажет наш директор, что же такое Малидак, все-таки удивительную историю. Вот, также Ильмир, член нашей команды, поделится всеми секретами. Мне даже охота сходить узнать, какие там секреты он будет всем выдавать. Также у нас 2 сцены, на которых будут проходить активности. Ну, самая большая, разумеется, это все под концертную программу, про такое все массовое. На малой сцене у нас будет, как сказать, ну, небольшие спортивные активности, такие как йога, силовые. В этом году у нас будет фитнес-зона отдельная. Что касается самого вкусного, фудкорта, разумеется, фудкорт у нас тоже разросся. В этом году я помимо простой кухни, так же, как и в том году, сделаю национальные блюда для всех гостей, в современной интерпретации, разумеется. Ну и наш классический стритфуд, который мы любим, это что-то мясное с овощами, завернутое в хлебушек, что все так Алексей так про обожают. фестиваль сладко и вкусно не рассказывает, как про еду, которая будет. Ну, Потому что что- профессиональная стезя. Да, Такой Ну и Алексей по является. поводу музыкальной программы, концертной деятельности, будет же приятный сюрприз для всех. Да, будет приятный сюрприз с хедлайнером «Волга-Волга». Ну и помимо этого замечательные группы, кавер-группы со знакомыми песнями, но с новой энергетикой прозвучат для всех гостей, кто зарегистрируется и придет участвовать в нашем фестивале. Да, ну и надо сказать, что еще и спортивные дисциплины, это разные километражи трейлов. Да, разумеется, это 8 трасс от 5 до 100 километров, это и скандинавская ходьба, это и очень-очень такой качественный рогейн в этом году будет А подготовлен. что это такое? Давайте объясним телезрителям. Рогейн — это когда человечек бегает с картой. Как спортивное ориентирование. Да, все верно. Перемещается, собирая баллы, посещая какие-то точки Ага. заранее. Ну и еще и детские спортивные занятия. Да, будет детский лагерь туризма, где с детьми соберут прям небольшую группу, отправятся они с гидами по территории, выполняя какие-то задания, знакомясь с рельефом, с какими-то природными явлениями. Довольно-таки очень увлекательный квест. Это увлекательный был аттракцион. Куда-то убежал мой старший сын, и он. Слушайте, ну на самом деле будет очень интересная, разнообразная программа, дорогие телезрители, обратите внимание. И где все это будет происходить, мы же не сказали. Это поселок Атнурок, Белорецкий район, близ города Белорецк. Место, которое в обычные дни максимально тщательно закрывает, как буквально куполом от мобильной связи, чтобы люди отдохнули, чтобы у Как них был цивилизация. детокс. Но когда приезжает фестиваль Малидак в эти места, то есть здесь появляется куча удобств человеческих, в том числе и связь. Поэтому всеми своими впечатлениями можно будет делиться онлайн в соцсетях. И даже если вас не отпускает мама, можно ее успокоить, сказать: мама, у нас будет связь, я тебе буду присылать, как тут красиво. И вообще, скажите лучше маме, поехали с нами. Кстати, да, семейный фестиваль «Малидак» с 9 по 11 августа в Белорецком районе нашей республики. Обратите внимание, все последние новости фестиваля можно находить в телеграм-канале. Так он называется, «Малидак», да? Да, Малидак. И в группе ВКонтакте тоже, и сайт тоже есть. В общем, следите за новостями. Кстати, там можно видеть онлайн-трансляции того, что происходит сейчас в Белорецком районе, какие там водные потоки. Загляните, посмотрите эти видео. Это впечатляет, если особенно собираетесь вот в эти выходные там побывать. Алексей Карлханов был у нас в гостях, друзья, один из организаторов команды «Малидак». Ну что, успешно все, что прошло, чтобы все кайфанули. Да, в принципе, как и всегда. Что уже, это же «Малидак», один из лучших трейл-фестивалей нашей страны. Он причем это не просто же, да, такая еще и грантовая поддержка. И Да. правительство всегда тоже рядышком помогает и поддерживает, за что спасибо.